Далее представляем вашему вниманию брифинг по эпидобстановке. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки и мерах против инфекции. Ольга Валерьевна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о ситуации с коронавирусом в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. По данным Управления Роспотребнадзора по республике, исходя из течения коронавируса штамма омикрон, на настоящий момент у нас зарегистрировано 425 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 16 человек, или 3,8% от общего количества, находится госпитализирован. За сутки 22% новых случаев заболеваний зарегистрированы в городе Якутске, в районах зарегистрировано 78% случаев. Необходимо обратить внимание, что сегодня в стационарах получают лечение 10%, в амбулаторных условиях 89,7%. За сутки выздоровело нашими врачами, к выздоровлению привели 533 человека. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, что касается города Якутска, то с завтрашнего дня будут закрыты стационары, которые работали при поликлиниках в городе Якутска. И, соответственно, ковидные койки для лечения ковидных больных останутся в специализированной больнице Якутская республиканская клиническая больница. Республиканская больница номер 2, так как она является больницей экстренной помощи. И, соответственно, неизбежно туда могут поступать люди, которые болеют ковидом, а операцию необходимо будет делать. И, соответственно, Республиканская больница 3, где на настоящий момент оказывают также специализированную помощь по лечению ковидом для определенной категории граждан старшего поколения. Ну и кроме того, обращаю внимание на то, что в течение, до конца этой недели будут решены вопросы по началу работы ЛРЦ, которые относятся к РБ-3, для того, чтобы мы начали в том числе и работу по реабилитации постковидной. Основной задачей сегодня является реабилитация постковидная. Соответственно, с ней мы на настоящий момент и будем работать. Кроме того, в целом по республике для сохранения коллективного иммунитета и для сохранения здоровья граждан необходимо не забывать про вакцинацию. Мы сегодня достигли цифры 600 человек по республике, 600 тысяч человек по республике получили первую вакцину. Ревакцинацию сегодня 61,3% прошло от количества людей, у которых наступил срок ревакцинации. У нас остаются низкие темпы вакцинации в рядных районах, но необходимо обратить внимание, что это те районы, в которых достаточно большое количество было заболевших. На настоящий момент среди улусов республики во всех стационарах, во всех улусах, кроме 3, Анабарского и Алайховского, на больничных койках находятся люди в стационарах, в наших ковидных госпиталях. Самое большое количество заболевших у нас находится, к сожалению, продолжает находиться в Мегино-Кангаласском. И вот появился у нас среди этих улусов вновь Амгинский улус. Соответственно, относительно них будут приняты специальные, опять же, меры методические, которые может оказывать сегодня Министерство здравоохранения Республики. Колл-центр 122 по ковидным заболеваниям также продолжает работать. 344 звонка входящих обработано. Волонтеры, у нас тоже на 8 марта лишь только поздравляли докторов и, соответственно, обзванивали наших постоянных лиц, лица старшего поколения, для того, чтобы поздравить с 8 марта. Спасибо. Это был брифинг по эпидобстановке в регионе, но мы идем далее, переходим к выпуску новостей, и вот его темы. Дополнительные меры поддержки. Владимир Путин объявил о новой выплате для семей с невысокими доходами на детей от 8 до 16 лет включительно. Семена моркови и свеклы из Голландии. Хозяйства пригорода начали подготовку к весеннему посеву. Одна из целей – повысить осознанное потребление. Первый гараж-сейл прошел в минувшие выходные в поселке Нижний Пестях.
Владимир Путин объявил о новой выплате для семей с невысокими доходами на детей от 8 до 16 лет включительно. Об этом президент сообщил в поздравлении с Международным женским днем. Владимир Путин уточнил, что мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае. Президент напомнил, что в России уже предусмотрены ежемесячные выплаты для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети до 7 лет включительно. Кроме того, помощь получают и родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет. На эти выплаты из бюджета будет дополнительно выделено 455 миллиардов рублей. Владимир Путин также подписал закон об антикризисных мерах. Согласно закону, правительство получает возможность проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года. Также прописываются особенности установления в России величины прожиточного минимума и исчисления минимального размера оплаты труда. Отмечается, что правительство сможет скорректировать правила приема в вузы России для россиян, вынужденных прервать обучение за рубежом из-за действий иностранных государств. Ряд положений в законе касается поддержки бизнеса. Среди них отмена до конца 2022 года проверки в отношении малого и среднего бизнеса и IT-компаний, а также ввод упрощенных условий и порядок государственных закупок. Гуманитарная помощь из Тульской области России была доставлена жителям Харьковской области Украины. В Министерстве обороны России сообщили, что партия гуманитарного груза общим объемом свыше 120 тонн отправилась на Украину через пограничный пункт в Белгородской области. Безопасность колонны грузовиков обеспечивали российские военнослужащие. Груз включает в себя продукты питания, бутилированную питьевую воду, медикаменты, одежду и спальные принадлежности. Он был в полном объеме передан жителям Харьковской области. Программы льготного ипотечного кредитования в России могут работать на действующих условиях до конца марта 2022 года, сообщила пресс-служба Минстроя. Продолжается работа и по формированию дополнительного пакета мер, в том числе и по продлению льготных ипотечных программ. До конца марта 2022 года будут действовать старые правила, говорится в сообщении. В Минстрое добавили, что окончательная позиция по льготной ипотеке, действию и продлению льготных ипотечных программ в настоящее время все еще обсуждается. По инициативе прокуратуры Усть-Майского района директор муниципального унитарного предприятия дисквалифицирован за невыполнение законных требований прокурора. Прокуратура Усть-Майского района по поступившему обращению провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По результатам проверки в адрес генерального директора предприятия «Тепловая энергетическая компания» внесено представление об устранении нарушений. По результатам рассмотрения административного материала с учетом совершения должностным лицом данного правонарушения повторно постановлением суда он дисквалифицирован на сроком на 7 месяцев. Водителей из муниципальных предприятий Якутска привлекут для работы на автобусах. Мэр столицы республики Евгений Григорьев поручил дополнительно привлечь водителей из муниципальных предприятий для работы на автобусах ЕПАК. Прошу провести мониторинг на всех городских предприятиях, отобрать водителей с категории «Д» и опытом работы. ЕПАК прошу предоставить предложение по организации временного городского маршрута до тех пор, пока не решится вопрос, приводятся его слова. Также Евгений Григорьев поручил ЕПАК принять меры по решению проблемы, связанной с неисполнением графика движения маршрутных автобусов частными перевозчиками. Хозяйство пригорода готовится к весеннему посеву. Валерий Ким весной планирует посадить 55 гектаров. Из них картофель будет выращивать на 45. По словам главы крестьянского хозяйства, 25 тонн семян картофеля заказали из Кемерово. На днях надеются получить первую партию. Также сейчас упор делается на обеспечением удобрением. Из Кемерово должны доставить 13 тонн удобрений. А семена овощей, моркови и свеклы получают из Голландии через Новосибирск. Хозяйство Кима – одно из опытных овощеводов столицы. Урожай в основном реализует через Горснаб. Из прошлогоднего урожая сейчас в овощехранилище осталось 200 тонн картофеля и овощей. Заказали из Кемерово, 25 тонн едет второй репродукции. Там она на месте стоит 20 рублей.
И доставка 25 рублей за 1 килограмм. Ну, получается 45 рублей килограмм. Но это нормальная цена. И, ну, еще Министерство сельского хозяйства там будет возмещать за репродукционное там, морковь, свекла, капуста. Ну, через Новосибирск вот заказываем. Еще должны были прийти семена свеклы. Вот ждали, чтобы все вместе одной партии отправить сюда. Ну вот я не знаю там, как сложится ситуация. Первый гараж-сейл прошел в минувшие выходные в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. Мероприятие проводится в рамках реализации экологического проекта «Зеленый колледж» транспортного техникума при поддержке администрации поселка и компании «Металлторг». Этот проект является одним из победителей конкурса гранта главы республики. Цель – повысить осознанное потребление и минимизировать количество вещей, отправляемых на свалку. Желающие приняли участие и подарили вторую жизнь хорошим вещам, которыми уже не пользуются. Это одежда, обувь и книги за символическую цену. Цель гаражной распродажи – это подарить новую жизнь старым вещам, да, и по символической цене их отдать в те руки, которым они будут нужнее. Этот проект реализует Ассоциация молодых преподавателей профессионального образования совместно с транспортным техникумом. На базе транспортного техникума создан ресурсный центр по экологическому воспитанию студентов СПО. В Хандаге семья Татьяны Федоровны и Юрия Павловича Суворовых отметила бриллиантовую свадьбу. 60 лет совместной жизни. Со знаменательной датой в уютной домашней обстановке их поздравила мэр поселка Любовь Корнеева, вручив юбилярам памятный подарок и поздравительный адрес от имени главы республики Айсена Николаева. Удивительно, но до женитьбы Тамара Федоровна и Юрий Павлович были знакомы всего 3 дня, и вот уже 60 лет вместе. И почти столько же живут в поселке Хандага, ставшем им второй родиной, куда приехали из села Сарана Свердловской области. За годы совместной жизни было многое, но никогда мысли о жизни врозь, только вместе. Познакомились мы, знали друг друга только 3 дня. Но вот уже столько лет мы живем вместе. Все было. И радость, и печаль. Но самое главное в нашей жизни было это доверять друг другу и терпеть. Юрий Павлович – один из первых строителей двухэтажной Хандаги. Тамара Федоровна всю жизнь проработала в торговле. Сейчас супруги очень радуются преображению поселка, в развитие которого они внесли немалый вклад. У Суворовых нет больших званий, регалий. Они никогда и не гонялись за ними. Главное их богатство – это дочь Ирина, внук Станислав, 2 красавицы-внучки Вера и Виктория. Ирина Юрьевна ради бриллиантовой свадьбы приехала поздравить родителей из города Благовещенска. Всегда были для меня примером своего уважения друг к другу, своей любви друг к другу. И всегда и меня воспитывали, чтобы я была всегда с ним, ну как для меня семья была главная, и моего сына, и сейчас еще и у них правнучки, чтобы они были всегда вместе, чтобы мы собирались часто вместе. Живут Суворовы тихо, скромно. В этом году Тамаре Федоровне исполнится 82 года, Юрию Павловичу – 85 лет. Несмотря на преклонный возраст, они по-прежнему молоды душой и жизнелюбивы. Мария Винокурова, Хандага, Тамбовский район. Обзор основных событий мы продолжим на канале Якутия-24. Оставайтесь с нами.